пересмотреть, провести самое тщательное расследование, пригласить в Москву тех, кто за этим стоял. Учебник по истории Ингушетии изъяли из-за орфографических и стилистических ошибок. Этот вопрос глава региона обсудил с премьер-министром. На крыше дома твоего, каково это с легкостью покорить высоту в 9 этажей, знают эти дети. Видео с экстремальной прогулкой по крыше вызвало шок у пользователей соцсетей. Если мы собираемся пошагово решать проблемы Малгобекского района, должен быть определен очень четкий, понятный алгоритм действий. Близится диалог с народом. В городах и районах региона прошли выездные приемы граждан перед программой с участием руководителя субъекта. Этот участок реки Назранка со временем станет любимым местом для тех, кто любит отдыхать на дикой природе со своими друзьями и знакомыми. Берег крепче, русло глубже. В селении Барсуки укрепляет береговую линию реки Назранка. Там побывал наш корреспондент. Подготовка вроде хорошо шло, но, наверное, мне кажется, именно в целом команда немножко была перегружена. Встреча призера чемпионата мира по дзюдо Хасан Халмурзаев вернулся в Ингушетию с бронзовой медалью. На телеканале Ингушетия информационная программа «Новости 24». В студии Амирхан Зортов. Здравствуйте. О необходимости устранения недостатков в некоторых недавно открытых объектах социального назначения глава Ингушетии Юнусбек Евкуров отметил на рабочей встрече с председателем правительства Ингушетии. Руслану Гагиеву, руководитель субъекта, поручил держать данный вопрос на личном контроле. В первую очередь нужно учитывать гарантийные обязательства подрядчиков, которые должны исправить существующие ошибки. По тем объектам, которые мы сейчас открыли, в том числе по школе на 1500 мест, те недостатки, которые там еще не устранены, составят плотный график устранения. И до 20 сентября эти недостатки, там они мелкие, в своем большинстве, но их устранить. Взять на личный контроль. Вице-премьер там должен все докладывать там ежедневно. И составить график таким образом, чтобы каждый день был доклад, что устранено, что не устранено. Понятно, да? Ставите это на контроле и не пропускайте это, вы же запишите. Иначе получается, что объекты открыли, все уходит оттуда, и подрядчики тоже уходят. В том, что там есть гарантия. Еще раз, договор пускай посмотрят, и в течение 5 лет подрядчик должен сопровождать этот объект там, где по его вине что-то произойдет. Гарантийное обязательство. На это обратить внимание. Мы же говорили, мы запускаем объекты, сейчас так же, как мы про школу сказали, но какая-то группа должна работать, выявлять, не сочувствовать директорам там, или главврачам, там, а именно выявлять минусы, для того, чтобы это все исправлять, не допускать впредь это все. У нас на каждом объекте одно и то же повторяется. Если бы вы грамотно отнеслись бы, составили план, там, заставили бы составить план утверждения по плану работы, я думаю, что уже до открытия объекта уже не было бы этих недостатков. Сейчас получается одно и то же. Мы пока не владеем информацией, что у нас в перинатальном центре. Спрашиваешь, все нормально. Да не может там быть все нормально. Просто в априори этого быть не может. Почему? Потому что это огромный корабль. Там должны быть недостатки. Если их нет, значит проверяющие не проверяют. Если там до сих пор не выявлена коррупционная схема, уложили там человека за деньги, там, или схема блата, если это не выявляет, значит проверяющие неправильно работают. И мы оставляем людей один на один с вот этим произволом. Нельзя этого допускать. То же самое там школа, то же самое там во всех направлениях. Поэтому возьмите на контроль. Далее премьер-министр доложил о причине изъятия учебного пособия по истории Ингушетии. Основная, по его словам, заключается в выявлении множества повторений и ошибок как орфографических, так и стилистических. 2 месяца назад мы начали соответствующую проверку. Значит, мы выявили здесь ряд орфографических, в том числе повторений, страниц повторений тем, вообще во многих этих учебных пособиях. Поэтому здесь было принято решение о том, чтобы дать команду сейчас пока изъять эти учебные пособия, значит, все, потому что все у нас вызвали, значит, нарекания
в адрес издательства вообще. То есть ошибки были допущены издательством самим. Вообще, вот в частности, хотел бы для вас, значит, проинформировать. Вот возьмем, к примеру, учебное пособие 5 класса. Значит, 7-я страница у нас, 8-я страница заканчивается, автоматически начинается 17, 18, 19, 21, 20, 23, 24 и повторяется опять же, опять 17, 18, все 5 страниц повторяются. То есть все 5 тем повторяются вот в этом учебном пособии. Такая картина сложилась и с другими учебными пособиями, с другими этими классами тоже. Почему вот та группа, редколлегия там, или же замминистра образования, кто конкретно за эту учебную литературу отвечал? Почему они до того, как делать тираж, не были на месте там для тиражей? Почему не видели? Почему не смотрели? Совершенно справедливо. Да, вот эти цифры я тоже сам обратил внимание, конечно, вынуждены изымать там и еще там на какой-то период откладывать там историю изучения вот этого учебных пособий. Но здесь мне опять же не нравится ряд вопросов. Это история нашего народа. Здесь я не вижу, вот я себя представляю там молодым парнем там, или там ребенком там, 5 класса, вот я здесь не вижу какого-то такого ярко выраженного там героя нашего этноса, там, нашего там какого-то такого Ингушетии того периода, средневекового, если мы говорим про нашу историю. Это одно. Я смотрел там предыдущие, дальше уже там, по началу Великой Отечественной войны, там, как участвовать, никакого ярко выраженного. И количество героев Советского Союза. Я смотрел там тоже историю Асканова, никакого выделения, что этот человек стал первым героем Российской Федерации. Мы же своих детей учим. И как мы им в голову вложим, так они и будут гордиться. Поэтому, конечно, здесь очень слабо Министерство образования подошло к формированию этого пособия учебного. И прописанные вещи там про походы имама Шамиля, там, про гражданскую войну. Нигде не проходит там, что Ингушетия была красная Ингушетия. Ярко выраженная это должно быть. Это наша история. Вот сейчас пересмотреть, провести самое тщательное расследование, пригласить с Москвы тех, кто за этим стоял, кто у нас стоял, проведите там совещание, назначить там ответственного человека, найдите там из среды там историков, других людей, найдите человека, кто там станет, просто будет красиво писать про нашу историю. Я вот это посмотрел, такое ощущение, что 90% наших заслуг закопали где-то и только 10% показывали. Это неправильно. О деятельности Народного фронта Юнусбека Евкурова проинформировал глава регионального исполкома ОНФ. По словам Ибрагима Картоева, до конца текущего года организация планирует реализовать в Ингушетии 6 приоритетных проектов. Генеральная уборка, интерактивная карта свалок, карта убитых дорог, Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, народная оценка качества, равные возможности детям за честные закупки. Он подробно рассказал о каждом проекте. На сегодняшний день у нас на карту свалок занесено свыше 6 свалок, из них 5 ликвидированы. Одну свалку мы ликвидировали собственными силами, выезжали активисты Общественного Народного фронта и реализовали свалку в населенном пункте Барсуновский. Я здесь сейчас же хочу отметить о том, что мы и в письме заранее, за неделю до этого, и потом уже в телефонном режиме созванивались, переговаривались с администрацией города Сужа, они просто нас проигнорировали. Никто из них на субботе не вышел, и мы просто просили, последующие просили оказать нам помощь хотя бы предоставлению техники. После где-то полуторачасового стояния под солнцем нам ЖКХ предоставил вызов автомобиля, а в остальном просто нас проигнорировали. Если говорить по благоустройству городской среды, на сегодняшний день на территории республики, на вот эта программа, федеральная приоритетная программа формирования комфортной городской среды, там у нас занесено свыше 43 дворовых территорий и больше 5 общественных территорий. Текущая работа Общественного народного фронта заключается не только в реализации приоритетных проектов, но и в части касающейся взаимодействия с органами государственной власти, исполнительной власти и взаимодействия с органами местного самоуправления. Юнусбек Мавлиевич, в этом направлении есть проблемы, реальные трудности. Я хочу отметить о том, что у нас очень слабое взаимодействие. Я несколько раз старался выходить на контакт с ним, непосредственно к ним обращался в телефонном режиме, но взаимодействие очень плохое. Была проведена встреча актива ОНФ с органом местного самоуправления, где Янди озвучил необходимость более тесного взаимодействия, что это непосредственно находится под
пристальное внимание не только главы государства, но и руководителя республики. И, если не ошибаюсь, да, там был составлен график встреч, что необходимо встретиться с активом Общественного фронта. Практически все представители руководителей органов местного самоуправления это проигнорировали, за исключением Тумгоева Алиханова. Он сам приходил в офис, общался, говорил о том, что да, он готов для диалога и так далее. Юнусбек Евкуров дал поручение начальнику управления внутренней политики Муслиму Яндиеву держать вопрос взаимодействия с УНФ на личном контроле, оказывать им всяческое содействие. Вы, как начальник управления внутренней политики, не должны просто там указания давать и сидеть в стороне. Если после первого письма нет отзыва, вы должны встречаться как минимум 2 раза в неделю, обсуждать вопрос проблемы. И задача была такая, не просто письма написать, а организовать вот эти именно уроки такие. Странно, что этого не получается. И в том числе, если кто-то... Интеллектуальные лидеры у нас хорошо. Не интеллектуальные лидеры. У нас есть конкретная тема. Россия устремленная в будущее. И для этого должны были активисты все вместе участвовать, принять. И вообще вот эти проекты УНФские держать на личном контроле нужно. Вы должны два раза в неделю обсуждать эти темы уже конкретно. И лично в ручном режиме управлять процессом. Если они поехали в Сунджу ликвидировать свалку, то есть работу городских властей делать, и почему они туда поехали изначально, зная, что там на свалке не будет стоять глава города со всеми депутатами, со всеми активистами. Ему что, больше всех надо, что ли? И здесь тоже вопрос, почему он так поступил. Разбор это мне все сделать, доложите. Дальше, организуйте мне сейчас с протоколом, согласуйте, в план мне заложить выезды именно по городской среде. Понятно, да, по этой программе, чтобы мы проверили, посмотрели, где лучше, где хуже. И там, где до сих пор эта работа не начата, тоже сейчас уточните, почему эта работа не начата. Вы, опять же, я говорю, это общественные проекты, вы должны лично участвовать в этих проектах. Лично. Почему до сих пор работа не начата? Она уже дожди начинаются, осень, а еще по благоустройству не начата. Почему это все происходит? Доложите мне. По убитым дорогам, в том числе, надо сделать перечень и список и составить план вместе с автодором, с главным муниципальных образований. Вообще сделать так, по всем этим 5 проектам, ОНФ, которые курируют, подготовить, или 6 проектов, подготовить совещание со слайдами, со всеми докладами. И там вам выступить по этому поводу, с такой критикой хорошей в адрес муниципальных или других властей, которые не хотят взаимодействовать. Понятно? Посмотрите, делайте. Но по возможностям детям, по всем, посмотрите, изучить тему. По здравоохранению, тут уже тоже посмотрите, мы не раз обращаемся к вам, как к общественникам, в том числе максимально посмотрите, насколько организован процесс работы перинатального центра и детской больницы. Видео, появившееся в интернете в эти дни, шокировало пользователей соцсетей. Жительница одного из многоквартирных домов в Магасе засняла на телефон детей, гуляющих по крыше 9-этажной постройки. Сложно сказать, в каком состоянии были дети после такой дозы адреналина, но после просмотра этого ролика чувствуется слабость в руках и ногах. Наш корреспондент Мадина Пугоева решила выяснить, каким образом дети смогли попасть на крышу многоэтажки и где в это время были взрослые. Слушай, малыш, пойдем погуляем по крышам. А зачем? Ну как зачем? Искать приключений. Если в известном советском мультфильме «Прогулки по крышам многоэтажки» всего лишь сюжет выдуманной истории, то для героев этого видео такой экстремальный досуг в любой момент может обернуться несчастным случаем. На камеру мобильного телефона детей сняла одна из жительниц многоэтажного дома. Ее возмущению, судя по видеозаписи, нет предела. Это видео облетело просторы интернета буквально за пару часов. Публикация записи вызвала волну негативных комментариев пользователей социальной сети. Осудили поведение детей-непосед и другие жители многоэтажного дома. Это был просто ужас. И мы теперь собираемся взять, повесить амбарный замок.
и настолько это возможно, сами тоже следить за этими детьми. Мы просто не понимаем, куда смотрят родители. Мама у них, по-моему, отсутствует, то ли она в Москве лечится, не знаю. А папу мы не можем никак застать. Так я их постоянно вижу, этих детей. Вот в течение вот этого лета, это вообще что-то. Они обычно там на крыше бывают. Прям архиш башуш. Укуску бяхкапар узабдился самака ила крыша. Да, мы да, я чевежа, значит, бал звондавался. День уси война мехляч, он был гис. Это бал мы без звондавался, с бардень чуется волч день на не. Пользуясь отсутствием родительского надзора, герои видеоролика неоднократно прибегали к экстремальному досугу. Свидетелями этого стали и местные ребятишки, которые следовать примеру своих сверстников не стали. Через вон ту дырочку. Вон там проходят, через дырочку вот так пролезают и вот так накрыть через руку. Я просто туда с мамой тогда ходил, мама здесь, я туда на площадку пришла, и там мальчик какой-то помахал. Видео, снятое на камеру мобильного телефона, привлекло внимание уполномоченной по правам ребенка в Ингушетии и сотрудников правоохранительных органов. Стражи закона начали расследование с поиска многоэтажного дома, на крыше которого и были пойманы дети. Таких многоэтажек здесь 6. Поначалу мнения расходились, но более тщательный анализ видеоролика позволил определить, откуда и в какую сторону велась запись происходящего. Видишь? Видишь? Смотри. Вот он, вот да. Дом. Да. Это выходит, это там дети были, а оттуда снимали. Между тем, в поле зрения правоохранителей появляется и мать самой младшей героини видеоролика. О том, что ее 7-летняя дочь забралась на крышу высотного здания, она узнала совершенно случайно. Однако себя виновной в случившемся женщина не считает. За 10 минут они туда залезли, и надо расстрелять тех, кто люки не закрывает. Они знают, что говорят? Что мы повесили замки. Я Аллаха не повесили. Это не первый случай был. Соберешь первый раз, вообще, они сейчас в школе, но наказать ну, не первый случай. Не первый случай. На 5-м этаже бар. Постоянно даже А вот представители фирмы-подрядчика, который несет ответственность за доступ к крыше многоэтажки, спешат оправдаться. Замок на двери, который ведет к чердаку, признаются они, периодически приходится менять. Чердак, чечана, лифтовые шахты доступил. Лифтовые шахты доступа, лифт еще дихачил, телефон хачтур, да, хада хаял цуалажи, гонтиха, чигаш тахтацар, чигаш сулакисар, дух дашли подадожды. Говорить о том, кто именно виноват в случившемся, пока рано. Правоохранители занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего, но вывод напрашивается сам собой. Пока детская забава не обернулась трагедией, о доле своей ответственности за безопасность детей еще не поздно задуматься и родителям, и подрядной организации. Мадина Пугоева, Магмед Дидигов, Новости 24. Об этой ситуации говорили глава региона и секретарь Совета безопасности. Руководитель субъекта поручил выяснить, почему герои видеоролика получили беспрепятственный доступ на опасную высоту. Юнусбек Евкуров отметил, что крыши и пожарные лестницы не должны становиться местом для детских игр. Очевидно, что так лихо они взбираются на крыши не впервые. Он дал поручение властям города взять вопрос на контроль и в срочном порядке назначить комиссию по данному происшествию, а ответственного по дому оштрафовать. Назначить комиссию. Хозяина этого дома штрафовать мало не показалось. На его примере все дома проверить, чердачные подвальные помещения, и составить график и взять на контроль исполнительный график властями города. Чтобы раз в неделю, раз в месяц обходили все вот эти чердачные подвальные помещения. А по всем направлениям там вынести предложение. Прокурору я сказал, ну это не первый раз, я так смотрю, они бегают там. Первый раз берешь, бац, можешь мерено, берешь, да? Ну это так к хорошему не приведет. Такие прям родители, конечно, можно поругать за это, но тем не менее здесь виноваты не только дети родители, подрядчики, строители, власти города, которые допускают такие площадки. Дети есть дети, вот, как бы мы ни говорили, они все равно куда-то будут лазить. Понятно, да? Понял. Поэтому разберитесь сейчас очень в срочном порядке. Прямо сейчас с прокурором созвонитесь, он своего человека вызовет, мэрии города там проведите совещание, он очень жестко среагирует на это дело. Хорошо. Комиссионно обойти и всех подрядчиков, строителей, инвесторов, всех собрать в кучу, довести до них информацию. Строится, не строится, все должно быть огорожено, закрыто, ну и обеспечено безопасность для детей.
Руководитель администрации главы Ингушетии Башир Хашагульгов совершил инспекционную поездку в Малгобекский район. Он посетил ряд промышленных объектов, пообщался с жителями района и выяснил, какие проблемы их волнуют. Дальше эти цан фуеш, цан малыш, цан мовышел хазлар, турлар султан. Если вот что он далее, эста морема, да, мюндейтат. Свою инспекционную поездку по Малгобекскому району руководитель администрации главы Башир Хашагульгов начал с сельского поселения Сагапши. Здесь живут сестры Марем и Лоли Гетагажевы, которые ранее в ходе одной из программ «Диалог с народом» обратились к главе с просьбой построить им новый дом. Полувековая хибара, в которой жили пожилые и одинокие женщины, буквально трещала по швам. Теперь в придачу к новому дому Гетагажевы получили заботу и внимание от представителей власти. Однако не все одинокие старики в регионе получают должное внимание. И в этом направлении работу необходимо активизировать, уверен руководитель администрации. Как мне представляется, в рамках диалога, возможно, будет поднят вопрос о сформировании отдельной программы социальной направленности, именно касающейся людей именно этой категории. Следующая остановка в селении Псидах. Башир Хашагульгов пообщался с представителями муниципальных властей и духовенства. Здесь основные проблемы связаны с водоснабжением в селе и ремонтом местной школы. В ходе беседы руководитель администрации акцентировал внимание на профилактике экстремизма среди молодежи. А местные жители рассказали о строительстве центральной мечети, которая была начата в 2015-м. Соборная мечеть рассчитана на 2500 человек, в то время как действующая вмещает всего 500. На строительство уже потрачено 40 миллионов рублей из собранных средств. Для завершения работ необходимо еще столько же. Планировали на 25-летие Республики Ингушетия. Что-то у нас не получилось. На будущий год, я думаю, что Аллах нам позволит, мы завершим. А дальше в Малгобек. Хашагульгов ознакомился с процессом работы на заводе по производству энергосберегающего осветительного оборудования. Глава администрации выразил недовольство тем, что огромное предприятие почему-то не разгружает рынок труда. Вопрос безработицы в районе остается открытым. Пока на предприятии трудится всего 33 человека, хотя завод рассчитан на 300 рабочих мест. То есть 30 человек мы наберем только при полной загрузке, а это возможно, когда мы закончим технологию, ту часть. Ну и при определенном финансировании. На самом деле мы сейчас ограничены в средствах, поэтому вот через государственную программу стажеров набрали. Уже в администрации района Хашагульгов провел заседание с представителями местной администрации, газовой службы, водоканала и медиками. Рабочая группа отметила первоочередные задачи, решение которых не терпит отлагательств. Переселение из аварийного жилья, номер один, можно назвать эту проблему. Значит, недостроенные дома, нет финансирования по линии Минстроя. И вопрос оползневой зоны, который сегодня все-таки нагнетает социальную обстановку. Людей интересует, значит, много проблем. Это по ремонту Дома культуры города Малгобек, это прокладка улицы. Сегодня ремонт домов, которые мы ведем по линии доступной среды. Тоже очень много вопросов, где люди хотят, допустим, сделать, чтобы внутри дома были ритуальные дома, которые могли бы там дикмуда. Если мы собираемся пошагово решать проблемы Малгобекского района, должен быть определен очень четкий, понятный алгоритм действий, как органов местного самоуправления, так и республиканского правительства. Я буду выходить с инициативой на главу республики, чтобы здесь, в Малгобеке, провели расширенное заседание правительства республики. Выездное совещание поможет правительству региона детальнее разобраться в обстановке города и района, после чего по каждому вопросу будут созданы рабочие группы, которые разрешат закоренелые проблемы Малгобекского района. Далее Хашагульгов провел прием граждан, в рамках которого было рассмотрено более 10 вопросов по трудоустройству, переселению из ветхого жилья и по личным вопросам граждан. Одна из самых наболевших тем – это ситуация
ситуация вокруг так называемого Балкарского дома по улице Асканова, жители которого почти год отказываются переселяться из аварийного дома в новый. Их не устраивает место расположения нового дома и планировка квартир. После долгих расприй стороны все же пришли к компромиссу. Вот мы сейчас говорим за нас четверых, что мы этот договор подпишем, если он будет вот в таком виде, о котором мы сейчас, в каком мы сейчас договоримся. Я вам разрешаю полное, даю вам 100% право прийти, вот юрист Мия, Хай, у нас есть юротдел, Муружева Зейнаб, ты ее знаешь. Составьте этот договор, как вы считаете нужным. Таита Истамирова воспитывает детей без мужа. Семья ютится в щитовом домике. Женщина попросила помочь в решении жилищного вопроса. Руководитель администрации главы обещал передать сведения о семье в фонд «Солидарность» и посодействовать в покупке холодильника. Также несколько девушек обратились с просьбой трудоустроить их в районную больницу. Этот вопрос будет решен через Минздрав в течение текущей недели. После трехчасового приема граждан Хашигульгов посетил врачебную амбулаторию в Зязиков-Юрте. Родители сетуют на то, что в лечебном учреждении уже год нет педиатра. Медики информацию тоже подтвердили. 2 раза в неделю детского врача командируют из районной больницы. Но этого недостаточно, так как в селе более 1000 детей. Кадровый вопрос мы решим. Содействие будет оказано. Особое внимание в рамках поездки уделено самому отдаленному селу Акиюрт. Здесь также накопилось немало проблем, связанных с водоснабжением, дорогами и нехваткой школьных и дошкольных учреждений. Руководитель администрации обещал доложить обо всех проблемах местных жителей главе региона. На обратном пути Башир Хашигульгов пообщался со спортсменами в ФОКе в селении Нижние Чулуки. Руководитель спортобъекта рассказал, что здесь занимается около 600 человек, и поделился первыми победами своих воспитанников. Сегодня могу сказать, что, пожалуй, нуждаются в дополнительной проработке вопросы, которые имеют отношение к оползневой зоне, да, в городе Малгобек, вопросы расселения ветхого аварийного жилья. Там на самом деле вопрос сложный, еще раз подчеркиваю, они нуждаются в дополнительной проработке. Ну, были ряд вопросов, которые удалось сегодня решить. Вопросы дойдут до главы республики. И многие вопросы они найдут свое решение, несмотря на такую сложность. Зарема Ивлоева, Тимур Карахоев, Новости 24. Озвучить свои проблемы или просьбы смогли и жители Назрановского района. Говорилось о газо- и водоснабжении, благоустройстве прилегающих территорий и создании абсолютно новых рабочих мест. Материал Евы Ужаховой. Главная и почти повсеместная проблема этого лета – перебои с водоснабжением. Хотя для жителей села Сурхахи она актуальна круглый год. Отсутствие собственного резервуара лишает сельчан живительной влаги по каждому капризу погоды. С этим и рядом других вопросов обратился председатель общественного совета Магомед Аушев. У нас в селе нет резервуаров для воды. Только отключается свет, сразу прекращается водоснабжение. И на юго-восточной части нам нужно скважину. Одна скважина? Да, одну скважину и резервуары, потому что сразу вместе с этим вопрос о надежности электролиний. У нас только отключается, только капля дождя пройдет или ветер, сразу свет отключается. Потому что линии старые, вообще пора бы переходить на кабели. Один накопитель и одну скважину, по-моему, там проблему решила. Решила бы. Да, ясно, в принципе, подлагал то же самое. И была бы большая экономия энергии. Была бы. И подрядчик там работает в Урчи, в Брахме. Да. Он говорит, никаких проблем, вы только дайте мне указания, я буду работать. Ясно. Уже второй год, как к новостройкам в Далаково не подведен газопровод. Самостоятельные подключения жителей за незаконностью газовики не раз отрезали. И вновь жильцы квартир лишаются голубого топлива. С этим вопросом и обратился к властям Батыр Гелисханов. Газопровод, стройка технически, газопровод получает, а хуже баха возможность. На сегодняшний день незаконное подключение отключать желательно, да, схолчить, куда на баха хороший. Также жители этого села волнует и вопрос безопасности на дорогах. За последнее время, по словам Салмана Манкиева, по улице Кульбужева участились несчастные случаи. Трассы, нет тротуара, дети доходят, интенсивное движение утром и вечером детей, да и всех людей на этом участке. Там нет тротуара. По улице Кульбужева есть
решение предусмотрено строительство тротуара, но только не в текущем году, а в следующем году. Среди обратившихся и люди, которые занимаются крестьянско-фермерским хозяйством. Фермеры просят властей помочь в реализации продукции, обязав местный молочный комбинат закупать товар у них. Это, в свою очередь, поспособствует созданию новых рабочих мест. Надо конкретно закрепить одного фермера, чтобы он организовал закуп молока у населения, чтобы каждая женщина могла у себя дома производить молоко и сдавать его, чтобы она знала, утром она уносит 2 ведра, чтобы она возьмет там 300, 400, там 500 тысяч рублей. Это реальный доход будет для любой семьи. И люди заинтересуются. И обязательно этого фермера, чтобы он обеспечивал кормами и дойными аппаратами. Представители власти вот уже 2 дня проводят прием граждан во всех районах республики. В преддверии диалога с народом выслушивают обращения жителей, стараясь решить вопросы в оперативном порядке. Основная тематика вопросов касалась, конечно же, это сфера жилищно-коммунального хозяйства и безработица, обеспечение населения рабочими местами. Среди вопросов, заданных сегодня, можно особо выделить, отметить, наверное, это вопросы газа и водоснабжения и вопросы по созданию, был интересный такой вопрос, предложение по созданию рабочих мест для жителей массовых. Комиссии жителей были выслушаны, вопросы были выслушаны, они переданы для рассмотрения в приемную главы правительства Республики Ингушетия и будут рассмотрены в первоочередном порядке. Буквально, я думаю, что в течение недели они уже будут, по ним будут результаты. Те же, кто по каким-либо причинам не смог попасть на прием сегодня, сможет задать свой вопрос главе республики в прямом эфире национального канала. Ева Ужахова, Магомед Урусханов, Новости 24. Вопросы и просьбы перед программой «Диалог с народом» накопились и у жителей Кантышева. Проблема с водоснабжением, ремонт дороги, линии электропередач. Все эти темы будут затронуты в ходе телевизионной программы, поскольку таких обращений много. Из Кантышева Ферида Межоева. Письмо, под которым собрано более 150 подписей, написано еще в январе 2014 года, но так и оставшееся без внимания со стороны властей. Жители новостроек Кантышева ждали ответа на свою просьбу целых 3 года, а теперь надежду возлагают на программу «Диалог с народом». Обращаться когда в данное время изменения ястра, берешь, да, в школе, да, возможность беречь. Транспорт, Первые дома здесь начали строить еще в 90-х годах. Спустя пару лет новостройки разрослись, и сегодня здесь можно насчитать 8 улиц. По разбитой грейдерной дороге, которую местные жители проложили собственными усилиями, отказываются ездить не только рейсовые автобусы, но и частные извозчики. Твердое покрытие уже не работает, обратиться ваш дурить автобус, лилгер, маршрутный автобус, соответственно, маршрутный газель, лилгер, за 20 дней, да, чем он должен, да, хам назраним, ди, узбах, больше не, да, баха, хабах, больнице, да, базар, да, дежда, беркеш, да, все должен, да, хам день. Сундашки, халар был, всегда был, узда бог, я не кди, твердое покрытие, асфальт была, халыш, А вот Магомед Куркеев просит отремонтировать линию электропередач. От перебоев электричества страдают не только жители новостроек, но и всего Кантышева. Не меньше здесь и проблем с водоснабжением. Сом гуях кава иттон хияшуш агон ахмал ворш хавош хи ведраш сатих дежлос сияха 20 кваш 20 духнах бахоз. Социальная сфера, экономика, здравоохранение. Поток вопросов от жителей с каждой программой только растет. Позитивные изменения после прямого эфира, как правило, бывают налицо. Поэтому очередного диалога все ждут с нетерпением. يليق بالله يبوه برتقون شعاق هذا يقصد ريمونت شيخ حد كاشاي وخد تكون دوم كولتور ياي شكول جاي بتشاو شديد دي اندول هماش دم ديات تكون حدات قدر ستوسخ انا عايز ديالوج народом я программы вей сонс тхой хатер ждал без больше самограк оюртер нах бодик шамк сатусиш ши анер квачир датсу ханзалс.
Тем временем в национальной телерадиокомпании, где будет проходить прямая трансляция, идут последние приготовления. В преддверии эфира директор НТРК провел совещание, на котором ответственные подразделения отчитались о проделанной работе. Диалог с народом для многих жителей республики давно стал самой верной возможностью не просто донести свой вопрос до главы, но и решить его. Напомним, возможности быть услышанными на диалоге масса через социальные сети, СМС или же позвонив в студию в ходе прямого эфира. Фериде Миржоева, Мейрбек Миржоев, Новости 24. Безопасность на дорогах и оплата коммунальных услуг стали главными темами на встрече жителей Магаса с руководством города. Сход граждан также провели перед выходом в эфир программы «Диалог с народом», чтобы жители смогли решить некоторые вопросы, не обращаясь в высшую инстанцию. Материал Светланы Томовой. Первый вопрос на повестке – обеспечение безопасности дорожного движения в городе. Статистика, которую озвучивают на сходе, неутешительная. Только за 8 месяцев по республике произошло 132 ДТП, 42 человека погибли и свыше 200 получили ранения. В их числе 20 детей, 1 ребенок погиб. В столице республики в текущем году зафиксировано 6 ДТП, 1 человек погиб и ранено 15. Как отмечают сотрудники ГИБДД, причина всегда одна. Выезд на полусоответственное движение, превышение установленной скорости, управление средством в состоянии алкогольного опьянения. Второй вопрос не менее актуален – это долги за жилищно-коммунальные услуги. Неплательщиков призвали начать погашать задолженности за текущий период, вместо того, чтобы каждый день копить долги еще больше. Люди пользуются теми благами, которые сегодня предоставляются, но мало кто хочет за это платить. И по закону, и по традициям, по всем понятиям, правилам, это все крайне неправильно. Заместитель руководителя администрации главы республики Александр Чекашкин напомнил, что уже завтра пройдет диалог с народом с участием главы Ингушетии, и каждый желающий может со своими вопросами обратиться напрямую к руководителю региона. Я хочу вас вкратце проинформировать, что глава республики уделяет самое пристальное внимание обращениям жителей республики, так же, как и глава нашего государства Владимир Владимирович Путин. Знаменитые уже зеленые папки, да, когда президент встречается с главой субъекта и сразу беседа начинается с уже, повторяю, знаменитой зеленой папки. Юнусбек Нуралгериевич дал соответствующие поручения, и уже все встречи, которые будут проходить с главами муниципальных образований, они будут также начинаться с зеленых папок. Вот, поэтому воспользуйтесь случаем, отправьте свое сообщение, пожелание, просьбу. Далее слово предоставили горожанам, и жители такую возможность упускать не стали. К примеру, Арсий Мальсагов жалуется на плохое качество воды. Вода у нас это Божий дар. А о том, что накипи не было, надо сделать дополнительные очистные сооружения. Это дополнительные денежные средства. Хава Ушахова, в свою очередь, решила лично через наш канал обратиться к Юнусбеку Евкурову с просьбой о помощи в ее непростой ситуации. Добрый день, Юнусбек Пантгиревич. Я проживаю в городе Магасе, в общежитии. У меня 6 детей. В одной комнате у меня все 6 детей находятся. 2 из них студентов. Я хотела бы, если есть возможность, чтобы вы помогли мне в расширении на жилплощадь в этом же общежитии. Этот вопрос требует внимательного рассмотрения. Так или иначе, по каждому прозвучавшему обращению будут даны исчерпывающие ответы в кратчайшее время. В завершении встречи собравшиеся отметили, что необходимо проводить такие сходы как можно чаще, ведь благодаря им есть возможность решить наболевшие вопросы в самые кратчайшие сроки. Светлана Томова, Хаваш Гойгов, Новости 24. Юнусбек Евкуров встретился с начальником отдела госслужбы и кадров Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Валентином Ивановым, а также новым руководителем регионального управления Асланом Акалоевым. Стороны обсудили основные направления деятельности организации и перспективы ее дальнейшего развития. Глава Ингушетии поблагодарил руководство Роскомнадзора России
За ускорение процедуры согласования кандидатуры Аслана Калоева в качестве начальника и дальнейшего его утверждения в должности. Федеральные чиновники заверили, что новому руководителю Роскомнадзора Республики при необходимости будет оказана всяческая помощь. Кроме того, они выразили уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве. Также они выразили благодарность главе региона за внимание к проблемам коллектива организации. Здесь, конечно, спасибо, что уже ускорили процесс назначения. И, конечно, требования и задачи, которые стоят перед управлением по Ингушетии, там довольно сложные и тяжелые. Я думаю, что новый руководитель справится. Ну а со стороны же руководства СКФО в этом плане, я имею в виду там, по этому направлению, помогать, поддержать, там, все остальное. Делать так, чтобы мы в ближайшее уже время там, уже заметили результаты. Тем более у нас есть межведомственная рабочая группа по выявлению вот этих товарищей, в том числе в соцсетях. Дело даже не в самом выявлении, это один из таких этапов. Сегодня это болезненная тема. А так, конечно, там более широкая работа, там, понятно, там, обязанность все есть. А с нашей стороны мы обещаем полную поддержку, взаимодействие и, если и надо, там, и оказание какой-то определенной помощи. Центральный аппарат тоже с своей стороны сделает все необходимое для того, чтобы укрепить управление, поддержать его. И на этом этапе, и в дальнейшем, понимая, что задачи, стоящие перед управлением, очень важны в своем решении, что очень важно сейчас дать возможность новому руководителю войти в эту работу, ее развить, укрепить. Поэтому мы всегда в его распоряжении будем его поддерживать. В повестку дня 20-го заседания Совета Народного собрания Республики вошли несколько вопросов, которые также будут вынесены на дальнейшее обсуждение. Изменения планируется внести в закон о муниципальных выборах, инвестиционной деятельности в республике, о налоге на имущество организации и так далее. Этот перечень вопросов также дополнится несколькими пунктами. На предстоящем заседании депутаты рассмотрят проекты законов о государственной, гражданской и муниципальной службе, а также снятие налоговых ограничений со специализированных транспортных средств пожарной службы и медучреждений. С 2018 года они будут, эти транспортные средства, платить налог в бюджет Республики Ингушетия. Это позволит нам дополнительно получить доход в республиканский бюджет и повысить тем самым нашу поступательную базу в республике. В селении Барсуки ведутся работы по укреплению русла реки Назранка. Реконструкция береговой линии проводится в рамках ФЦП развития водохозяйственного комплекса России. Она продлится еще около месяца. Репортаж Тамерлана Хамхоева. Рейд по реке Назранка. В последнее время эта фраза у всех, кто смотрит новости, была на слуху. Многочисленные мероприятия принесли свои плоды. Вода в реке выглядит гораздо чище. И теперь можно разглядеть дно. Однако ограничиваться этим в региональном отделении комэкологии не собираются. Берегоукрепительные работы в этом районе еще больше преобразуют вид местности. Качество должно быть уже чистой родниковой воды. Это и для жителей и этого населенного пункта, и города Назрани уже очень хорошее место и для отдыха, и детей, и купаться в ней можно будет. И, в общем, такой результат мы планируем достичь. Шум тяжелой техники на реке Назранка в другое время заставил бы местных жителей обратиться с недовольством к строителям. Но не в этот раз. Конечный результат им только в радость. Основная часть работ уже позади. Рабочие трудятся здесь уже второй месяц. Сейчас идет бетонирование стен. После этого строители перейдут уже к другой части реки за мостом. Сейчас у нас немного вопросов возникает по направлению русла, так как кое-какие проблемы с геологией, там, короче, появляются глыбы большие, камни, немного это нас тормозит, но мы планируем в конце сентября закончить эти работы. Это место располагается недалеко от федеральной трассы, всего в нескольких минутах езды. Таких живописных уголков природы в нашем краю немало. Другое дело, что следить за состоянием реки все труднее, ведь любителей отдохнуть и оставить после себя нелицеприятную картину меньше не становится. Этот участок реки Назранка со временем станет любимым местом для тех, кто любит отдыхать на дикой природе со своими друзьями и знакомыми. Пока что, разумеется, пожарить здесь шашлыки вряд ли получится, но по истечению всех работ, что ведутся на этом объекте, можно будет с уверенностью сказать, это место станет лакомым кусочком не только для местных жителей, но и для туристов. Назранка, Сурхахинка, Асса, Арамхи и другие маленькие и большие реки, опоясывающие республику. Это то, чем нужно дорожить. Сохранить их в первозданной чистоте, конечно, уже вряд ли возможно. Но всеми силами нужно стараться не испортить хотя бы то, что осталось. И это все в наших силах.
Тамерлан Хамхоев, Рамзан Миржоев, Новости 24. Уровень безработицы в России с 23 по 30 августа снизился на 0,6%. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда. В общем, за неделю в 71 регионе численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, уменьшилась и составила 775 тысяч человек. Годом ранее этот показатель составлял 913 550 человек. В Ингушетии и Чукотском автономном округе Саратовской области эти данные остались на прежнем уровне. Статистика Минтруда основана на официальной информации, предоставляемой работодателями в органы службы занятости, о планируемых увольнениях работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников, а также введение режимов неполной занятости. Хасана Халмурзаева, призера чемпионата мира по дзюдо весовой категории до 81 килограмма, встречали в аэропорту Магаз родственники, друзья и знакомые. Напомним, чемпионат, прошедший в Венгрии, собрал под своей эгидой лучших дзюдоистов мира. Сразу 5 уроженцев Ингушетии боролись на этом турнире. Хасан превосходно выступил в 3 схватках. В поединке за выход в финал с представителем Узбекистана повредил руку, что повлияло на исход борьбы. Однако, несмотря на это, в схватке за бронзу одержал победу. Подготовка вроде хорошо шло, но, наверное, мне кажется, именно в целом команда немножко была перегружена и как бы не так готова была, как раньше, как на Олимпиаде, на других стартах в целом. А так, конечно, может и наши жители все ожидали большего результата не от меня, не только от меня, и от брата, и от Мусы, короче, и в целом команде. А то, что случилось, это, как говорится, Всевышний так сделал. Алхамдулилlah, надо к этому тоже быть готовым. Значит, сегодня вот так должно было случиться. Дорога в большой спорт. В крупнейшем спортивном комплексе республики открылась секция профессионального тенниса. Сейчас там занимаются ребята до 15 лет. Они намерены стать профессиональными спортсменами. На тренировках рады и любителям. Туда входит и старшие группы. За первыми шагами будущего ингушского тенниса наблюдала Мария Местоева. Развитию спорта в регионе уделяется особое внимание. Конечно, в приоритете у народов Кавказа всегда были единоборства. Но помимо этого в Ингушетии открываются и другие секции. Сегодня во Дворце спорта Магаз имени Берда Ивлоева открывается секция «Большой теннис». Большой теннис – это такой вид спорта, где непосредственно для детей развиваются все мышцы тела, все мышцы затронуты, и это дает в дальнейшем развитию для ребенка. Плоский удар, удар с верхней подкруткой, резанный и основной. Эти ребята после школы спешат на тренировку. Большой теннис требует максимальной сосредоточенности и правильно поставленных ударов. Раньше секция базировалась в Магасе, но во Дворце спорта зал, отведенный для теннисистов, имеет больше преимуществ. Самое главное удобство, что здесь просторно и свободно, и света много. Это очень важно. И я хотел бы большую благодарность сказать дирекции Дворца спорта. Я даже не ожидал такой радушной встречи, поэтому у меня даже настроение есть заниматься с детьми. По всему миру у тенниса миллионы фанатов. Этот вид спорта как шахматы, в него можно играть всю жизнь. Здесь нет ни возрастных, ни гендерных ограничений. Рашид Мальсагов играет в теннис без малого 30 лет. Мужчина зажегся целью, несмотря ни на что, освоить этот вид спорта. И любовь к теннису он пронес с собой через года. Сейчас Рашид передает свою привязанность к теннису ученикам детской школы. Все они подают неплохие надежды, и успех зависит не только от упорства ребят, но и от поддержки тренера и родителей. Родители, по крайней мере, очень хотят, чтобы они стали профессиональными теннисистами. Но для этого, конечно, большой путь надо пройти. Потому что по той программе, по которой я занимаюсь, то она общая программа для всех детско-спортивных школ России по теннису. Я думаю, что можно добиться результатов, если следовать всем требованиям. Один из главных претендентов на серьезные достижения в большом теннисе – Руслан Мархиев. Юный спортсмен владеет приемом, который помогает ему на соревнованиях обыграть соперников. Это просто когда вот так бьешь, он падает на его сторону, и он обратно вот так еще летит.
поэтому он не успевает за него дойти. Потому что от 2 отскока, если будет, он проиграл. Руслан ходит на тренировки чуть больше года, занятия старается не пропускать. Ну а теперь с обретением такого большого и удобного зала считает, что тренироваться станет и удобнее, и легче. Папа тоже потом захотел, чтобы я ходил туда, и он меня туда отправил. Сначала мне не очень там понравилось, но потом мне уже захотелось туда ходить. А в будущем планируешь профессиональным теннисом заниматься или все-таки это будет хобби? Я подумаю дальше, сколько-нибудь позанимаюсь, потом уже посмотрим. Если я буду хорошо очень играть, может быть, я и займусь профессиональным теннисом. Не меньше успехов и у Амира Баркинхоева. Год занятий не прошел даром для мальчика. На вопрос, какой прием он считает коронным в своем арсенале, Амир сразу отвечает, что все удары даются ему легко. Правда, серьезно о большом теннисе мальчик еще не думает. Я увидел по телевизору, и мне стало интересно. Потом папа привел меня. А теперь нравится, как тебе? Да, мне нравится. Теперь я хожу, это как бы мое хобби теперь. Рашид Мальсагов проводит тренировки не только для младшей группы, есть еще и вторая возрастная группа. Правда, пока в нее входят только студенты. Чтобы заниматься каким-либо видом спорта профессионально, конечно, лучше начинать тренировки с самого детства. Но в секцию большого тенниса во Дворце спорта «Магаз» могут записаться желающие любого возраста. Конечно, на турнир Уимблдон вам не попасть, но это позволит вам оставаться в хорошей физической форме. Все, что необходимо сделать, чтобы начать ходить на тренировки, уточнить у тренера время и количество занятий, а дальше только упорство и любовь к спорту. Мария Мистоева, Магомед Урусханов, Новости 24. На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго.